А пресс-центр Аусура Яцнацой, уже ему, одно копия ускор министр инопензакона Загдзо Сергей Шамба. Яраж ларбжарат ахалапшра апсны уянтыцы ахха азиуй. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Шамба расскажет о международном наблюдении за выборами в Абхазии и об организации голосования избирателей за пределами республики. Нам Шабзеевич, добрый день, уважаемые аудитория. Могу сказать, что выборы за пределами Абхазии происходят достаточно активно. По той информации, которая у меня была на 12 часов, это примерно в Москве проголосовало уже тогда 460 человек, и в Черкесске проголосовало более 900 человек. Там еще большие очереди были на обоих участках. Вот такая ситуация. Как вы знаете, за пределами Абхазии ЦИК дал разрешение на проведение выборов в 3 местах. Это в 2 местах в Российской Федерации и в Турецкой Республике. Однако, как это обычно бывает у нас во время выборов, турецкие власти препятствуют проведению выборов в Турции, и на этот раз произошло, к сожалению, то же самое. Но у нас была информация о том, что активность будет большая, потому что из регионов России, где проживают представители нашей диаспоры, граждане Абхазии, было желание вообще, чтобы открыли участки в городах, скажем, таких как Нальчик, Ростов, в Сочи, в Нижнем Новгороде. Но это мы не успели просто это по срокам сделать. Но люди из этих городов на автобусах, мне сообщали, что буквально большое количество людей в Черкесск приехало, из Нальчика там 2 автобуса приехало, из других регионов, с Краснодара и так далее, из Майкопа. Также в Москву едут из разных городов. Эта явка превышает обычные, что говорит о том, что кандидаты в президенты и их команды хорошо провели агитационную работу. И это меньше того, что ожидалось пока что, во всяком случае, потому что то количество бюллетеней, которые запросили в Черкесске и в Москве, пока до этого еще далеко. Вот такая информация. Если есть вопросы, я готов ответить на них. Итабу Бдарадзе, Амтабшана, пресс-центр Шахаз. Табу.